Приветствую, друзья! Сегодня без преувеличения исторический день, потому что сегодня Путин подписал договор о присоединении 4 областей к Российской Федерации. И судя по тому, как все идет, это только начало, и особенно с учетом того, какие события разворачиваются на мировой арене в это время. Но тем не менее, об этом чуть позже, потому что главные сейчас боевые действия проходят на Красном Лимане. И здесь мы видим, что город этот практически окружен силами западных стран, и по факту там сейчас яростно обороняется союзная группировка войск. На этой карте примерно видно, что там действительно уже группировка союзных сил, которая в Лимане находится, попала в оперативное окружение. И, конечно, сейчас, я так полагаю, что делаются все необходимые усилия для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом исправить, либо отойти с Красного Лимана, чтобы избежать полного окружения. И в этой ситуации можно, конечно, грешить за командование, можно говорить за какие-либо просчеты, но это все будет потом, потому что сейчас, конечно, главная история это действительно там, чтобы не попала в окружение полная группировка союзных сил и каким-то образом провести деблокирование и контратаку. Ну а тем временем мы слышим заявления из Пентагона, которые озвучены через прокладку пентагоновскую Генштаб Вооруженных сил Украины о том, что в Белоруссии уже аэропорты готовят под прием боевых российских самолетов, и чтобы там было удобно работать российским боевым самолетам с этих аэродромов. Данный процесс прямо свидетельствует о том, что союзные силы готовят масштабное наступление, и сейчас те события, которые на фронте разворачиваются, это временная история для того, чтобы подготовить главный удар. С учетом того, какое сейчас накаленное информационное поле, стоит просто обратить внимание вот на эти американские шевроны, которые, естественно, носят подразделения, которые занимаются различными психологическими операциями. На этих шевронах прямо написано «убеждать, изменять, влиять». И здесь об этом, конечно, не стоит забывать, особенно с учетом того, что прокси-подразделение сейчас самое главное сидит в Украине и в различных прибалтийских странах, Польше и непосредственно работает исключительно по российскому сегменту интернета. Поэтому, друзья, если вы в интернете видите различные истерические заявления, все пропало и так далее, всех предали, всех продали и прочее, то здесь на процентов 99,9 вы имеете дело с вот такими американскими и различными западными подразделениями, которым очень много платят для того, чтобы они именно вот этим и занимались, сеяли панику. В любом случае у России сейчас враг очень и очень силен, и здесь вот стоит отметить даже вот подобные заявления американского генерала, который уже признался, уже в открытую и официально, это уже не какие-то мои догадки или кого бы то ни было, о том, что конкретно Соединенные Штаты предоставляют координаты целей российской военной техники для того, чтобы американские ракеты по ним стреляли. Получается, круг замкнулся. Американцы с помощью своей группировки спутников высвечивают российские цели, с помощью аналитиков и искусственного интеллекта определяют, куда нужно бить. Потом украинские водители подвозят американские системы вооружения, это гаубицы, это системы Химарс и так далее, на нужную дистанцию для удара. И потом, получается, обученный в Соединенных Штатах Америки или в Европе украинец просто нажимает кнопку в нужное время, в нужном месте. И таким образом мы видим, что по факту сейчас реально уже Третья мировая идет. И на поле боя сейчас, конечно, схлестнулись две самые сильные силы, по сути. Это Соединенные Штаты Америки с одной стороны и прочие там западные союзники, и Россия с Китаем. Также интересные заявления слышатся с американского Сената, потому что там уже заявили, что если Российская Федерация применит ядерное оружие в Украине, то тогда это будет воспринято как атака на Соединенные Штаты Америки, на военно-политический блок НАТО. Если на минуточку просто задуматься и отбросить абсурдность всех вот этих утверждений, что Россия якобы использует ядерное оружие по Украине, хотя по факту любая военная целесообразность все-таки использовать это ядерное оружие по Лондону или по Вашингтону, то если все это отбросить, то мы в сухом остатке видим, что по факту атака на территорию Украины воспринимается как атака на Соединенные Штаты Америки и прочие натовские войска. Отсюда делается бесхитростный и очевидный вывод, что на самом-то деле натовские войска уже давным-давно атаковали, причем еще 24 февраля 2022 года. И тут с прискорбием можно сделать еще один, опять же, логический вывод, что роль козлов отпущения, она все-таки в основном передана именно вооруженным силам Украины, потому что всех, кого мобилизировали в солдаты Зеленского, которые сейчас, по сути, отрабатывают на западные страны, то им, по сути, предлагается умереть за интересы Соединенных Штатов в реальности.
А для того, чтобы они умирали как можно эффективнее, мы видим, что регулярно посещают Киев такие персонажи, как министр обороны Британии, например, командующий Залужный, который вроде как командует войсками в Украине, он напрямую отчитывается в Пентагон и регулярно созванивается со своими различными кураторами, американскими генералами. От себя лишь хочу добавить, что сейчас очень много видео различных поступает с полей боевых действий. И, конечно, здесь на YouTube я не могу публиковать все это, потому что тут есть, к сожалению, масса ограничений. Поэтому для этого у меня есть телеграм-канал. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Мой телеграм-канал выглядит вот так. И не перепутайте с другими различными клонами, которых сейчас очень много сделали в интернете. Ну а мы переходим к основной теме сегодняшнего дня, а конкретно о том, что Путин все-таки подписал договор о присоединении 4 новых субъектов к Российской Федерации. Перед этим Путин подписал указ о признании Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области как независимые территории. Без преувеличения, это историческое событие, особенно для тех территорий, и в принципе, если брать историю и Украины, и России, и мировую историю, то сейчас мы по сути наблюдаем, как Российская Федерация идет по пути Соединенных Штатов Америки. И если раньше только Соединенные Штаты Америки навязывали всем свою волю и определяли, от какой страны какую территорию отъединить, а какой присоединить, то сейчас мы видим, что несмотря на сумасшедшее противодействие, Российская Федерация начинает следовать в ракурсе своих национальных интересов. По этому поводу в Москве уже запланировано проведение большого митинга патриотических сил, и здесь самое важное не путать это мероприятие с какими-то празднествами и так далее. Потому что митинг отличается от праздника, как день отличается от ночи. И это просто важно понимать для тех, кто пытается на этом фоне разгонять очередную зраду. И если анализировать сегодняшнюю речь Путина, то там он очень и очень много сказал важнейших вещей. И то, что для меня является очень серьезным маркером, так это то, что сегодня Путин напрямую обвинил Соединенные Штаты Америки в подрыве подводных газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. И тут нужно понимать, что у кого-кого, а у Путина точно есть самые проверенные разведданные в отношении того, кто же все-таки совершил вот эти акты международного терроризма в нейтральных водах по подрыву газопроводов. Также сегодня прозвучал важнейший тезис о том, что сейчас Россия является локомотивом в деле освобождения других народов от, по сути, колониального мироустройства, которое сейчас возглавляют Соединенные Штаты Америки. И четко обозначил, что Соединенные Штаты Америки сейчас просто паразитируют на всех остальных странах, получая дань, по сути, с каждой страны, с учетом того, что доллар и евро это, по сути, резервные валюты, и вот эта кабала, это, по сути, и есть самое главное, за что сейчас идет такое жесткое противостояние. И Владимир Путин четко это обозначил. Все то, что я неоднократно говорил у себя в блогах и на различных публичных площадках в Украине, то сейчас это все прозвучало из уст президента Российской Федерации. И поэтому сейчас для всех остальных стран в мире открывается уникальное окно возможностей по все-таки наконец-то началу серьезного противостояния с вот этим мировым злом, который обложила дань, по сути, все страны мира. Также Путин уже открыто и прямо заявил о том, что все вот эти так называемые ценности западного мира, они в конечном итоге сводятся к одному, к сатанизму. И сейчас реально получается противостояние идет с самыми натуральными сатанистами. И это не мои слова, это слова президента Российской Федерации, который обладает, конечно же, всей полнотой информации о происходящем в мире. Поэтому, скорее всего, мы увидим продолжение и атак на российскую и международную различную энергетическую инфраструктуру. И поэтому сейчас Эрдоган в Турции очень крепко сейчас беспокоится касательно того, что газопровод Турецкий поток также сейчас находится под прицелом Соединенных Штатов. По этому поводу уже созвонились Эрдоган с Путиным и обсудили вопросы безопасности, в первую очередь именно турецкого потока. Причем уже можно сделать четко вывод, что западные страны поставили под прицел именно турецкий поток. Вот, например, новость касательно того, что против компании-оператора турецкого потока ввели очередные, оказывается, санкции. С учетом того, что мир сейчас движется семимильными шагами к реальной ядерной зиме, мы видим уже, что уже даже Трамп, понимая всю серьезность ситуации, выходит с инициативами касательно мирного урегулирования конфликта между западными странами и Россией.
Будущий президент Соединенных Штатов прекрасно понимает, какие сейчас сатанисты находятся при власти и к чему они могут привести человечество. И поэтому мы видим, что часть здравого общества американского, американских элит, которые это понимают, сейчас выходят с инициативами все-таки какого-то мирного урегулирования этого процесса. В продолжение вышеперечисленного можно отметить еще и заявление Дмитрия Пескова, который четко обозначил, что после признания и присоединения Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области к Российской Федерации, то любые боевые действия и атаки по тем территориям будут восприняты как атаки на территорию Российской Федерации. При этом и российские лидеры Дмитрий Песков уже делали заявление касательно того, что Россия всегда готова к переговорам. Но по факту мы видим, что российская элита уже прекрасно понимает, что Украина Зеленского – это курица без головы, и уже там на самом-то деле не с кем договариваться. Но тем временем мы уже видим в ДНР и ЛНР наконец-то интереснейшие события. Оказывается, там попали под санкции все практически украинские олигархи. Там действительно проходит национализация их собственности. Но тем временем на подконтрольных НАТО территориях Зеленский уже организовал очередную провокацию, потому что по колонне мирных людей, которые должны были выехать на территорию подконтрольную союзным силам, был нанесен очень серьезный удар, и там очень много погибших и раненых. И тут же сразу как по нотам мы видим запрет со стороны Зеленского на то, что украинцы уже вообще не могут пересекать линию разграничения и ехать в сторону территории, которая подконтрольна союзным силам. То есть по сути этот удар реально был нужен Зеленскому лишь для того, чтобы аргументировать свое решение вообще не пускать людей на территории, которые подконтрольны союзным силам. Выводы делайте сами, ну и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там гораздо больше всегда вам можно информации предоставить, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. До скорого!